Я, так сказать, тоже всю жизнь отработал в детской спортивной школе. И в последнее время больше всего меня интересует вопрос. Когда формируется национальный бюджет, о детском спорте практически никакой речи не идет. Все более-менее идет к тому, что как бы основные денежные потоки связаны со спортом высших достижений. То есть никаких выделений строк отдельных и прочее я не вижу. Дело в том, что все детские спортивные школы, такие вот как наша, допустим, в таком районе, мы все существуем за счет денег муниципального бюджета. Мы прекрасно понимаем, у нас муниципальный бюджет составляет такую небольшую сумму, которую мы можем получить заработную плату персонала, который работает в детской спортивной школе, и более-менее заплатить коммунальные услуги за свою детскую спортивную школу. Но ведь чтобы достичь результата, раз вы сами мастер спорта, вы представляете, что такое сборы и прочее, даже хотя бы спортивные лагеря и все. Но на это денежных средств в муниципальных бюджетах у нас их не существует. Так вот, я считаю, что если вы поднимете этот вопрос на уровне Государственной Думы и с министерством, то есть с правительством, с нашим решите вопрос по поддержке сельского спорта, вот таких детского, я не имею в виду взрослых. Взрослый спорт это уже другая категория, другое финансирование, там все другое. Детский спорт, я считаю, что Россия должна на уровне правительства, президента организовать или фонд создать для детских спортивных школ, которые находятся на селе. Иначе звездочек в скором времени не будет. Но я соглашусь со всем, что вы говорите. И я говорю это уже в Государственной Думе, даже до того, как вы мне сейчас это все транслировали. Потому что я как раз понимаю, у меня отец сам из деревни в Пензе. И он именно так вот, где-то там бегая с мячом, и тренеры, которые ездили по всей стране, искали самородков, вот именно благодаря этому стал двукратным олимпийским чемпионом. Поэтому я знаю, о чем вы сейчас говорите, и что именно только спорт, вот такой вот вообще популяризируя и вообще его восстанавливая именно в сельских каких-то местах, только так у нас будут в дальнейшем рождаться олимпийские чемпионы. Без этого невозможно. Я сама спортсменка, я как раз популяризирую спорт и считаю, именно спорт вообще меня привел к каким-то достижениям в жизни, помимо там мастера спорта. Поэтому, на самом деле, все, что говорили сегодня люди, вообще крайне, не то что актуально, а крайне важно. Потому что если мы не будем развивать спорт, мы потеряем наших детей совсем. И если мы не будем развивать, вы видите, что сейчас происходит в области спорта, сколько скандалов, и я уверена, что политика сейчас будет меняться. Я надеюсь, что те инициативы, которые я сегодня услышала и которые я буду носить в Государственной Думе, от сегодня людей, уверена, что и получу обращения, они будут услышаны и будут реализованы, потому что если мы не будем поднимать спорт в поселках, в районах, в деревнях, я не знаю, в не самых больших городах, то мы потеряем спорт.